Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Ханымдар мен мырзалар, камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа. Перед камерой Юлия from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. Сегодня у нас с вами вот такое вот большущее словосочетание. Давайте скорее его научимся это читать. Скажу, как это коротко произносится, да, это ЦОН, Центр обслуживания населения. И данные службы расположены во всех населенных пунктах Казахстана. Так что, если вы вдруг приедете в Казахстан и увидите эту надпись, теперь вы будете знать, что это примерно означает. Итак, давайте скорее прочитаем. А кто не умеет читать, научимся это делать. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ұлытау облысы бойынша филиалы Сәтбаев қаласының халыққа қызмет көрсету бөлімі. И как раз за окном кто-то завел машину. Но нам это не помешает. Мы все равно с вами научимся читать по-казахски. Итак, разбираем с вами первое слово. Азамат Тарга. Аза, азамат. Все как и в предыдущих видео. Каждое наше слово нужно разделить по слогам. Аза, азамат, азамат, тарга. Как же прочитать букву Г? На самом деле все просто. Многие из вас уже умеют ее искажать. То есть букву Г умеют искажать. Например, когда говорят город вместо город, горох вместо горох, ну и так далее и тому подобное, да? Г. Либо попробуйте отхаркнуться через букву Г обыкновенную, и у вас все получится. Азамат тарга. Азамат тарга. Следующее слово арнал, арналган. Снова буква Г, которую вы уже умеете прочитать. Үкімет. Үкімет. Чтобы прочитать вот эту вот недописанную букву У, за основу берем букву Ю. Но при произнесении буквы Ю мы слышим и краткую. Вот эту часть мы убираем, и у нас остается звук Ü. Например, люк, убрали букву Л, то есть согласную, и буква Ю звучит как Ü казахского алфавита. Едем дальше. Палочка с точкой. Палочка с точкой – это нечто среднее по мягкости между буквами И и И. И произносится коротко. В казахском языке это мягкая буква. Үкімет. Буква Е читается ровно так, как пишется в алфавите. Все, ничего сложного. Азаматтарға арналған үкімет. Едем дальше. Мемлекеттік, мемлекет. Мемлекеттік. Палочку с точкой вы прочитать можете. Ничего сложного. Мемлекеттік. Слово корпорация от слова корпорация. Корпорация и прибавлено окончание с. Буква И читается очень коротко, в отличие от русской версии. Следующее слово коммерциялық. Коммерция, прочитать умеете, и прибавлено окончание лық. Буква И читается очень коротко, а чтобы прочитать букву К с хвостиком снизу, нужно просто отхаркнуться через букву К обыкновенную. Лық. Коммерциялық. Следующее слово емес. И мы помним правило, как пишется, так и читается, и ничего и никуда не искажается. Емес. Следующее слово акционерлік. Акционерлік. От слова акционер прибавлено окончание лік. И посмотрите, в слове коммерция лік, окончание лік твердое, а в слове акционерлік лік, окончание мягкое. Но они дублируют друг друга, да? Вот такая вот магия. А почему в слове акционер
Акционерлок мягкая, все потому, что последняя гласная в этом слове, она мягкая, поэтому и окончание прибавляется мягкое. Едем дальше. Слово кога-мана. Кога-мана. И здесь каждую букву вы прочитать можете. Букву К вы читать умеете, и букву Г вы читать тоже умеете. В общем, в обоих случаях нужно отхаркнуться через эти буквы. Я понимаю, объяснение не очень красиво звучит, но именно это поможет вам произнести эти буквы. К, к, к и Г, Г, Г. Вот именно там, во рту, у нас это все и образуется. Да-да-да. Буква «ы» читается очень и очень коротко. Ну и здесь есть буква «н» с хвостиком снизу. Как же ее прочитать? На самом деле все просто. Нужно кончиком языка потянуться во рту к верхнему небу. И не дотягиваясь до него, вот это вот ключевое, не дотягиваясь до него, произнести букву «н» обыкновенную. И мы услышим букву «н» с хвостиком. Кога-мана. Кога-мана. Попробуйте, у вас все получится. Едем дальше. Олотау. 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 Олотау – область. Область Олотау. Как прочитать букву У с черточкой снизу? За основу нужно взять букву О обыкновенную, но произнести ее очень и очень коротко. И у нас получится Олотау. 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 Буква «ы» читается коротко, да? Следующее слово область. 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 Олотау область. Боенша. Боенша. Каждая буква здесь должна прочитаться, в том числе и, хотела сказать мягкий знак, но в том числе и краткая. Вот это вот и краткая, она, знаете, как бы служит как бы сливочным маслом между хлебом и колбасой. Она смазывает букву О и букву И. Боенша. Боенша. Филиал. Филиал. Тоже здесь нет ничего сложного. Следующее слово Сатбаев. Сатбаев. Вообще, я живу в городе Сатбаев. Но по-казахски Сатбаев пишется как Сятбаев. Вот такая вот магия. И как же прочитать вот эту вот перевернутую букву Е? А чтобы это сделать, за основу нужно взять букву Я. Сятбаев. Вот такая вот магия. Следующее слово каласынан. Каласынан. Каждую из этих букв вы знаете и прочитать умеете. Нужно просто чуть-чуть потренироваться. Сятбаев каласынан. Халық. К. Здесь прям двойная буква К. Ее прям хорошо должно быть слышно. Қызмет. 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 Буква И коротко звучит. Көрсету. Көрсету. И чтобы прочитать букву О с черточкой посередине, за основу нужно взять букву Ё. Көрсету. Следующее слово бөлема. Бөлема. Снова взяли за основу букву Ё и прочитали. И все у нас с вами получилось. Палочку с точкой вы читать умеете. Итак, дамы и господа, читаю все целиком. Азаматтарға арналған үкімет, мемлекеттік корпорациясы, коммерциялық емес, акционерлік қоғамының Ұлытау облысы бойынша филиал Сәтбаев қаласының халыққа қызмет көрсету бөлімі. Надеюсь, у вас все прекрасно получилось. Вы увидели перевод данного текста и сможете теперь при любом удобном случае прочитать по-казахски то, что вам захочется. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан. Увидимся в следующий раз.